Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня в программе «Остановите войну». В Сухуми прошел митинг солидарности с народом Сирии. К 75-летию Юрия Воронова международная научная конференция об археологических открытиях на Кавказе. Простились с героем. Общественность Абхазии проводила в последний путь Гивисмар. Сегодня темой номер один для мировых СМИ является Сирия. Гражданская война в этой стране идет уже 5 лет, и с каждым днем ситуация становится все более напряженной. Растет число вооруженных радикальных группировок. Нескончаемые потоки беженцев захлестнули Европу, и все это происходит на фоне неуемных политических амбиций супердержав. В Сухуми состоялся митинг в поддержку Сирийской Арабской Республики и действий России по поддержанию мира в регионе. Участие в мероприятии приняли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцец, посол России в Абхазии Семен Григорьев, депутаты парламента, общественность, студенты. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет по репатриации. Тему продолжит Низ Фаршба. Поводом для проведения митинга стала гражданская война в Сирии, которая перешла в новую, очень сложную и опасную фазу. Многотысячная диаспора этнических абхазов в этой стране оказалась в еще более тяжелом положении. Сегодня мы собрались здесь, чтобы дать сирийскому народу четкий и недвусмысленный сигнал о нашей поддержке и солидарности. Война, которая раздирает на части сирийское государство, вызвана не только внутрисирийским противостоянием, но безответственной политикой некоторых стран, включая так называемых глобальных игроков, для которых поддержка разрушительных сил в регионе оказывается приоритетнее сотрудничества с Россией, Ираном и другими государствами, ведущими бескомпромиссную борьбу с мировым злом терроризма. Российская Федерация возглавила международное движение по борьбе с терроризмом, предпринимает самые решительные меры для того, чтобы в многострадальной Сирии воцарился мир и спокойствие. Повсюду абхазские, сирийские, российские флаги и лозунги «Остановить беспощадную войну в Сирии». Каждый человек, пришедший сюда, поддерживает действия России в Сирии и требует лишь одного – остановить войну. Наша сегодняшняя встреча очень важна прежде всего для многострадального сирийского народа, для которого каждое проявление поддержки и солидарности, откуда бы то ни было, особенно из такого близкого сирийскому народу государства, близкого этнически, исторически, культурно, как Республика Абхазия, бесценно. Сегодняшний митинг очень важен для Российской Федерации, потому что сегодня все вы показываете, что координация внешней политики – это не пустые слова из международного соглашения, а воля народа Абхазии. Среди участников митинга ветераны Отечественной войны народа Абхазии, 23 года назад спасших родину от грузинского фашизма. Им, как никому, понятны чувства тех, кто сейчас сражается за свободу и независимость сирийского народа. Мы знаем не понаслышке, что такое война, и то, что сегодня там происходит, мы прекрасно знаем. Мы поддерживаем российские войска непосредственно, которые помогают на сегодняшний день им. И дай Бог, чтобы в ближайшем будущем воцарился мир. Для Абхазии события в Сирии более чем актуальны, так как в этой стране проживает наша многочисленная диаспора. Это потомки тех, кто после окончания Кавказской войны покинули свою историческую родину. И сегодня многие из них вновь вынуждены искать пристанище. В нашей республике с большой болью воспринимают события, которые происходят в Сирийской Арабской Республике. И тот митинг, который сейчас происходит в Сухуми, тому яркое подтверждение. Должен сказать, что на это мероприятие никто специально никого не приглашал. Люди, наши граждане, по доброй воле собрались сегодня у стен Государственного комитета по репатриации, чтобы выразить свою солидарность с сирийским народом. Мы с большим вниманием и с большой болью воспринимаем все то, что там происходит. И, естественно, то, что сегодня происходит, это
наша позиция, наша заинтересованность в скором мирном разрешении того противостояния, которое складывается. То, что абхазский народ сегодня проводит этот митинг, не случайно, потому что в Сирийской Арабской Республике проживает большая многочисленная абхазская диаспора. И абхазские власти в 2012-2013 году осуществили программу репатриации своих соотечественников в Абхазию. И мы знаем, что более 400 человек смогли воспользоваться возможностью переселиться на землю своих предков. Мы выражаем свою солидарность с сирийским народом и рассчитываем на то, что в самое ближайшее время ситуация там разрешится. Мы понимаем, что Российская Федерация предпринимает колоссальные усилия по урегулированию ситуации, и коренной перелом там уже произошел. Как союзники Российской Федерации мы не можем оставаться в стороне от того, что там происходит. Еще раз хотели бы низко склонить голову перед сирийским мужественным народом и рассчитывать на то, что этот героический народ скоро снова вернется на путь созидания и развития своей замечательной страны. Участники митинга приняли резолюцию с призывом к представителям абхазской и черкесской диаспоры, проживающим в Сирии и за ее пределами, провести мирные акции в поддержку народа Сирии. Главный пункт документа – призыв ко всем вовлеченным в конфликт сторонам неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и признать политический диалог единственным приемлемым путем урегулирования внутриполитических разногласий. Нисфа Аршба, Астамур Гожба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении орденом Леона за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии. Орденом Леона награждены Кяукса Агухава, Зураб Агума, Виталий Берзеня, Отар Квицини и Автандил Чеди. Валерий Малайчук награжден орденом Леона посмертно. Президент также подписал указ о награждении орденом Ахтзапша 3-й степени. Согласно указам, заслуженный тренер Абхазии по конному спорту Леонид Барганжа награжден за высокие личные достижения, вклад в развитие спорта республики. Константин Паролуа награжден за вклад в укрепление обороноспособности и безопасности республики. Мсас Барцыц за вклад в национально-освободительное движение, активное участие в общественно-политической жизни Абхазии, за долголетний и плодотворный труд, высокий профессионализм орденом Ахтзапша 3-й степени награжден главный агроном муниципально-унитарного сельскохозяйственного предприятия Эшера Сухумского района Антип Мархолия. За вклад в развитие абхазо-русских литературных взаимосвязей награжден Михаил Синельников. Сегодня в Сухуме открылась международная научная конференция «Археологические открытия на Кавказе и в сопредельных регионах. Хронология и интерпретация памятников», посвященная 75-летию Юрия Воронова. На открытие конференции, а также на ее пленарное заседание собрались представители правительства, Академии наук, Института гуманитарных исследований Абхазии, научного сообщества России. Репортаж Ренаты Шакая. Открывая конференцию, доктор филологических наук, советник президента страны по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал приветствие президента Абхазии Рауля Хаджимба. Тематическая направленность конференции свидетельствует о качественно новых подходах к проблемам современной археологической науки в контексте ее общемировых достижений. По словам президента, нынешняя научная конференция – это еще одно важное и значимое событие, способное дать мощный творческий импульс развитию отечественной науки, современным археологическим и историческим изысканиям, углубляющимся научно-исследовательским связям между Абхазией и Россией, а также другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Он сумел связать чрезвычайно интересную и содержательную ее историю с судьбами всего евразийского континента, отмечал профессор Вадим Валерьянович Кожинов, посвятивший этнокультурной истории нашей страны немало замечательных публикаций. В конце 80-х годов прошлого столетия Юрий Воронов внес значительный вклад в процесс формирования блока общественно-политических движений «Союз», который вместе с Народным форумом Айтгулара добивался восстановления государственного суверенитета Абхазии. Будучи депутатом первого парламента Абхазии, возглавляемого Владиславом Григорьевичем Арзенбо, он принимал участие в законотворческом процессе, содействовал налаживанию связей с Российской Федерацией. Велико наследие Юрия Воронова, тысячи таблиц с зарисовками археологических находок, бесценные труды по исследованию памятников каменного века и древности военно-сухумской дороги, очерки по истории Абхазии, материалы по археологии Цибильды и древней Апсилии.
более 30 лет назад блестяще защищенной в Головном институте археологии, тогда АНССР, преодолев жестокую полемику того большинства оппонентов, которые представляли собой советскую грузинскую историческую школу и являлись ярыми апологетами так называемого Колхидского царства. Ученый, археолог, в политику Юрий Воронов пришел в конце 80-х годов прошлого века. За год до грузино-абхазской войны Юрий Николаевич избран депутатом Верховного Совета Абхазии. Он был активистом абхазского национально-освободительного движения. Выдающуюся роль Воронова в жизни Абхазии, развитии науки и культуры нашей страны, в национальном движении и в строительстве независимой республики отмечали в своих выступлениях участники международной конференции. Начиная с 2005 года мы с моими коллегами из Абхазии, в данном случае, в первую очередь, с Аркадием Барановичем Джопова, мы работаем на могильнике Джантух, это находится возле города Карчал, поселок Акармара. Вот, это уникальный памятник, который вошел уже, наверное, в анналы истории археологии сейчас. Это один из крупнейших могильников Кавказа этого времени, свидетельствующий о связях населения Абхазии того времени с культурами из Закавказья, из Северного Кавказа, из степи и так далее. То есть это, наверное, узловой памятник. Вот. Поэтому, конечно, моя работа здесь связана именно с ним. То есть я буду выступать, мои выступления будут связаны именно с нашими находками, именно с тем, что мы нашли на этом памятнике. В период войны Юрий Воронов фактически возглавил в Абхазии идеологическую информационную борьбу о том, как Юрий Николаевич пытался донести до международной и прежде всего российской общественности правду о войне в Абхазии, рассказала ученый Антонина Хашба. Юрий Воронов родился в семье потомственных дворян. Его предки поселились в имени Ясочка, недалеко от горного села Цабал Гулерибского района, во второй половине XIX века. Сегодня родовая усадьба Вороновых пребывает в запущенном состоянии и требует срочной реставрации. Убийство Воронова в сентябре 1995 года вызвало большой общественный резонанс. Имена заказчиков до сих пор неизвестны. Убийцы так и не понесли должного наказания. Юрий Воронов посмертно награжден орденом Ахцапша первой степени. В Сухуми названа его именем одна из центральных улиц и школа. Теперь это уже третья конференция, посвященная 75-летию Юрия Николаевича. В этот раз приехало 30 участников на данную конференцию из разных регионов. Это города, они представляют Владикавказ, Ростов-на-Дону, Азов, Сочи. Далее Москва, Санкт-Петербург. И очень для нас отрадно и важно, что на эту конференцию приехал гость из Франции Михаил Михайлович Казанский. Он представляет Национальный институт французской византинистики. И он как раз сейчас присутствует здесь. Так что, в общем-то, широкий очень спектр участников и по программе. Если можно так смотреть, их доклады будут очень интересные, интригующие. В рамках пленарного заседания участниками международной научной конференции были обсуждены доклады «Археология каменного и бронзового веков», «Археология раннежелезного века и античности», «Археология средневековья». Конференция продлится до 24 ноября в конференц-залах Абиги и Абхазского государственного музея. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения выдающегося прозаика, публициста, общественного деятеля, народного писателя Республики Абхазия, лауреата Государственной премии имени Гулия Алексея Гогуа. Распоряжение об этом подписал сегодня президент Рауль Хаджимба. Председателем комиссии назначен премьер-министр Беслан Барцец. Сегодня в последний путь проводили Гиви-Смыр. Траурная панихида прошла в фойе комплекса «Новоафонская пещера». Проститься с художником и скульптором, директором и первооткрывателем Новоафонской пещеры Гиви-Смыр пришли его родственники, однополчане, друзья, руководство страны и все, кому он был дорог. У подножья знаменитой Новоафонской пещеры, как обычно, многолюдно, но на этот раз здесь собрались люди, чтобы проводить в последний путь первооткрывателя этого объекта. И последние часы своего пребывания в этом мире он провел здесь, где прошли лучшие годы его жизни. Поток людей не иссякал. Все, кому был дорог Гиви-Смыр, сегодня здесь. Глава государства Рауль Хаджимба, министры, депутаты, руководители госструктур, общественные деятели, родственники, друзья и школьники. Перечислять можно долго.
Тяжело говорить о Гиви Смыр в прошедшем времени, делились эмоциями те, кто знал его лично. Это потеря в первую очередь для афонцев. Благодаря Гиви Смыр новый Афон стал узнаваем и интересен как спелеологам, так и туристам. И это карстовое чудо природы смогли увидеть сотни тысяч людей. Он всегда был очень правильным. Таких людей, к сожалению, мало. Гиви столько сделал для Афона. Я считаю, не только для Афона, для Абхазии. На самом деле, человек был всесторонне уникален. Он одновременно, руководя таким комплексом, как Новоафонские пещеры, он одновременно работал. Он до утра не жалел себя. С 2001 года Гиви Смыр был директором этой пещеры. Он не преследовал цель заработать деньги. Сохранить и сберечь этот подземный мир природы – это все, чего он хотел. С огромной душой он относился к своему детищу на Новоафонской пещере, потому что как не ему было на самом деле переживать за ее состояние. Уже с советских времен мы знаем, как используется, можно сказать, в потребительском отношении этот уникальный дар природы, да. Это тоже должно быть, это экскурсионный объект, но тем не менее надо следить за всеми изменениями, которые происходят в полости пещеры, относиться как к живому на самом деле существу. И Гиви Шамиловичу это удавалось. Первое, что он начал делать, как только стал директором, это огромную работу, был огромный. До сих пор ведется мониторинг, изучение всех любых появившихся каких-то трещин, там где-то камень упал, там где-то вода задержалась, там, он обращал внимание на все. У нас целый штат сотрудников, которые этим занимаются. Я бы хотел его отметить прежде всего как не человека, который пытался заработать в пещере деньги, да, не то для государства. Самым важным он считал ее сохранение и передачу ее подрастающему поколению. Его имя неразрывно связано с пещерой, которую он открыл, но сегодня мало кто знает, что благодаря ему Анакапийская гора осталась цела, да и дорогу к монастырю проложили тоже не без помощи Гиви Шамиловича. Иверская гора, значит, должна была, в общем-то, ее под карьер отдавали. Одно время было, это еще было в 80-е годы. Значит, карьер у подножия стали разрабатывать карьер, и он сел на глубокую такую, без еды, значит, вроде бы, как бы понимая, что это не политический маневр, а это было, значит, так его позыв души, чтобы Иверскую гору сохранить, на которой, значит, столько много исторических ценностей. Он, значит, пробил дорогу туда, к Симону Канониту, с его помощью, с помощью друзей его. То есть был и духовным, и культурным, и прекрасным другом и человеком. Светлая память. Особое место в его жизни занимало творчество. Гиви Смыр – талантливый художник и скульптор. Его работы пронизаны любовью к природе, к родине, а мифические герои, которых он изображал, были наделены абхазским характером. Он был художником по природе, по мировоззрению и по тому, как он понимал окружающий мир. И это ему удавалось переносить на холст. Скульптуры Гиви Смыр были легко узнаваемы, особый стиль, который удавался только ему. Человек доброй души, мягкий и спокойный, умел разрешить любую проблему и любой спор, не повышая голоса. К нему часто обращались с подобными просьбами. Он оказывал помощь не только родным и близким, но и всем, кто в ней нуждался. Он был близок ко всем. Основная его черта, конечно, это доброта, честь, достоинство. У него были линии, грани, за которые нельзя было никогда переходить. Человек ни разу, вот сколько мы работаем, я не знаю, чтобы он повысил голос на какого-нибудь сотрудника. Он не выбирал людей, для него все были одинаковыми. Заместитель ты или экскурсовод, или ты, кем бы ты ни был, ты сотрудник пещеры, он относился к тебе как к брату, или как к сыну, или как к другу. Велики заслуги Гиви Смыр перед Родиной. Он встал на защиту своей страны, когда началась война. Был командиром батальона. Награжден орденом Леона. Гиви Смыр ушел на 72-м году жизни. Как говорят абхазы, для мужчины это не возраст. Он мог бы еще жить и творить. Но судьба распорядилась иначе. Гиви Смыр похоронили в его родном городе, в Новом Афоне. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение.
В Абхазии продолжается вакцинация населения от эпидемии гонконгского гриппа препаратом Гриппол+. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, вакцинация от гриппа, начатая в республике 14 ноября, идет в штатном режиме. Ни одного случая серьезных осложнений от ее применения как среди детского, так и взрослого населения не зафиксировано. Более того, Министерство здравоохранения Абхазии опровергает распространенную некоторыми электронными СМИ и активно обсуждаемую в социальных сетях информацию о якобы имевшем место в Сухумской городской клинической больнице случае комы, в которую впала медсестра больницы после применения вакцинации. По словам главного врача больницы Дамия Зантаря, препарат лишь дал аллергическую реакцию, но уже через полчаса пациентке стало лучше, и она смогла приступить к своим обязанностям. Во время проведения вакцинации, плановой вакцинации у нашей сотрудницы Каны Джопа была аллергическая реакция на вакцину, новую вакцину Гриппол. Сказать, что это не был какой-то анафилактический шок, просто аллергическая реакция, которая проявилась покраснением, пятнами, чувством нехватки воздуха, которая купировалась первыми инъекциями антигистаминных препаратов. В течение полчаса сотруднице нашей стало легче, и она продолжала выполнять свои обязанности медсестры. Кроме нее были вакцинированы многие сотрудники, и никаких других побочных реакций не было, ни аллергических, никаких других. Есть дети аллергическим фоном, которые аллергичные, так называемые дети. Им, конечно, желательно проводить вакцинацию в поликлиниках или после консультации педиатра, аллерголога. А так же, как и вакцина, любой другой препарат может вызвать аллергию, и антибиотик, и анальгетик. Любой препарат может дать аллергическую реакцию. Поэтому говорить, что именно эта вакцина была массовая, давала массовые аллергические реакции, мы не можем, у нас нет такого просто опыта. 20 ноября из республиканского психиатрического диспансера Министерства здравоохранения Абхазии сбежал пациент Георгий Тарба. По словам главного врача Георгия Кортава, Тарба состоит на учете в психдиспансере с 1999 года. У него наследственное заболевание, эпилепсия органического происхождения. Тарба переведен из Дранского СИЗО в диспансер для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Ранее Георгий Тарба был задержан по подозрению в вымогательстве. Сотрудники МВД проводят оперативно-розыскные мероприятия. Приморской армянской средней школе исполнилось 90 лет. На торжественную встречу, посвященную этой знаменательной дате, пришли выпускники разных лет, депутаты парламента, представители руководства района, педагоги разных школ. Председатель армянской общины Абхазии Хачик Минасян вручил диплом учителям, ветеранам, проработавшим в школе более 50 лет, а директору школы Алику Сефиряну еще и медаль министерства за большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Педагогический коллектив школы тепло поздравили депутаты парламента Дмитрий Гунба и Ливон Галустян, заведующий отделом образования администрации Гудаутского района Инна Джугеля, директор средней школы села Джерхуа Назарбей Гавни и многие другие. На вечере прозвучали стихи и песни на армянском и абхазском языках. В Сухуми в здании Музея боевой славы продолжается 10-й северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки». В его рамках зрители могут увидеть художественные документальные фильмы известных и начинающих режиссеров. Один из них сегодня в нашей программе. Фильм «Счастливый человек». Это документальная лента о первом строителе крошечных домов в России Александре Зурбаганском. Автор фильма – режиссер Сергей Цис. А сейчас информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 14-16 тепла. Температура моря плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.